Авторы фольк-рок-оперы «Кайгал» Буян Мадыр Тулуш и Эдуард Межит начали работу над проектом более 10 лет назад. Еще тогда этот проект охватывал несколько разных творческих коллективов. Сегодня на сцене музыкально-драматического театра всех их удалось соединить. Конечно, был огромный такой, можно использовать такое слово, мандраж, да, такое в хорошем смысле, но как принял зритель, это было чудо какое-то, это вот такое ощущение, когда зал, там, я не знаю, ощущение было, что весь зал встал и, я не знаю, около 10 минут хлопал просто. История оркестровой ямы Национального театра продолжилась спустя 30 лет. В постановке фольк-рок-оперы «Кайгал» актеры поют под живое сопровождение симфонического оркестра. И если репетиции с оркестром имени Тока начались около года назад, то постановочные на сцене длились 4 дня. Понравилось петь с оркестром, потому что они все играют вживую. И мы где-то с конца марта начали. И вот за 4 дня, с 11 числа мы на сцене. Сжатые сроки, но что делать? Мы же будем показываться перед зрителем. На роль героини фольк-рок-оперы «Кайгал» претендовали 3 артистки. В течение 2 дней они исполняли композиции, показывая возможности своих голосов. Режиссер Сайдаш Магуш выбрал исполнительницу Чаяну Магуш. Эта героиня близка ко мне по духу, по моим ощущениям, так сказать. У нас прям там такая любовь, очень светлая, очень такая чистая любовь. Вот уже 3-й день в зале музыкально-драматического театра «Аншлаг». Билеты распроданы за несколько дней до показа. Эмоции зрителей – слезы, печаль, гордость. Спектакль мне понравился. Музыкальное сопровождение хорошее. Актеры играют отлично. Я считаю, что вот в таком жанре, именно музыкальном, тувинская опера, я думаю, удалась. Все так очень сильно, патриотично. Я даже не знал, что наши артисты так хорошо поют. И действительно считаю, что номер, спектакль удался. В произведении звучат исторические моменты Кабдинского сражения, где братские народы монголов и тувинцев очищают свою родину от маньчжурских чиновников. Алдын Казбуян, Буян Магуш, Азамат Очур, Тува 24.